Слово для выступления предоставляется также третьему лицу, представителю Министерства юстиции Кыргызской Республики Жаманкулову Азамату Маратовичу. Пожалуйста, к трибуне. Я бы попросил не повторяться со ссылкой на международные, конкретно то, о чем говорила обращающаяся сторона, желательно строить свое выступление. Ну, конечно, мы вас не можем ограничивать, но просьба не повторяться. Здравствуйте, уважаемый председатель, уважаемые судьи Конституционного суда. Рассмотрев ходатайство обращающей стороны, можем отметить следующее, что статья Конституции устанавливает в равной степени производит защиту частной, государственной и муниципальной форм собственности. Согласно статье Конституции 40 Конституции, каждый имеет право на владение и пользование распоряжение своим имуществом. Что мы хотели бы отметить? Вот пунктом 54.1, который является предметом сегодняшнего спора, предусмотрено, что запрещается замена кузова для автомобилей с правосторонним распоряжением руля. На наш взгляд, Министерство юстиции данная норма, она исходит из закона о правилах дорожного движения. А именно вот статьи 21, где указано, что сейчас. Извиняюсь, сейчас найти. Азамат Маратович, что вы там мешкаетесь, пожалуйста. Статья 21, что запрещается ввоз транспортного средства с правосторонним распоряжением рулевого управления для регистрации и допуска к эксплуатации и участия в дорожном движении на территории Кыргызской Республики, за исключением определенного вида транспорта. Согласно статье 24 закона о дорожном движении предусмотрено, что запрещается часть 4.1, регистрация транспортных средств запрещается в случаях замены составляющей части конструкции, осуществляющей маркировочное идентификационное обозначение транспортных средств с указанием транспортных документах, нарушение требований законодательства. Также, согласно части 8 обозначенной статьи, условия и правила регистрации транспортных средств определяются правительством, то есть Кабинетом министров. И во исполнение обозначенных норм закона Кабинетом министров принято данный пункт касательно запрета на замены кузова автомобиля, поскольку, как понятно, что кузов является основной частью автомобиля. Поэтому, исходя из изложенного, мы считаем, что данный пункт не противоречит Конституции, поскольку вытекает из требований законов, которые были приняты в установленном порядке. Хорошо. Вы закончили, да? Да.